Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Выборы состоялись. В Момском районе выбрали нового главу. Возможности для самореализации женщин. В Якутии стартовал Год матери. Дополненная реальность, анимация и квест-игра. Цирк Якутии намерен внедрить современные технологии. В Момском районе выбрали нового главу. По данным Центра избиркома, явка на выборах составила 54,79%. Почти 71,5% голосов набрал Дмитрий Амосов. Второе место и 26,55% голосов собрал Прокопий Федоров. Вячеслав Тихонов стал третьим. За него свои голоса отдали 0,89% избирателей. Выборы прошли в обстановке гласности и открытости. Во всех 7 избирательных участках за ходом голосования следили наблюдатели от кандидатов и Общественной палаты Якутии. Жалоб и нарушений не зафиксировано. На строительство спортзалов и площадок Якутия получит средства из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал премьер правительства Михаил Мишустин. С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это поможет привлечь граждан к занятиям спортом и введению здорового образа жизни, считают в правительстве. Деньги направят в 84 региона. Якутия получит 120 миллионов рублей. А через суперсервис принимать документы у абитуриентов будут более 800 студентов. Так как число учебных заведений существенно возрастет, нужно обеспечить высокое качество работы суперсервиса. Абитуриентам должно быть предельно понятно, как получить услугу, приводятся слова вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Он поручил Минобрнауки перед стартом приемной кампании, но не позднее мая, протестировать суперсервис, направить в вузы технические требования по организации работы и постоянно взаимодействовать с ними. Суперсервис работает на базе платформы госуслуги. С его помощью можно выбрать вузы для поступления, направить заявление о согласии на зачисление с приложением необходимых документов и отслеживать свое место в конкурсных списках. В Якутии стартовал Год матери, объявленный главой республики Асеном Николаевым. По мнению руководителя региона, этот год должен расширить возможности для самореализации якутянок. И правительству поручено принять решения по наиболее острым вопросам для многодетных приемных семей. По сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности. В течение 3 лет в Якутске будет построен Центр социальной помощи семье и детям. Напомним, в юбилейном для республики 22 году в Якутии введен целевой капитал «Дети столетия». С начала года родились уже более 700 маленьких якутян. Их семьи получили выплаты в размере 100 тысяч рублей. А в Мегино-Кангаласском Улусе указом главы района Николая Старостина 22 год дополнительно объявлен годом семьи. В селе Бютей-Дях семья Прокопьевых воспитывает 4 детей. Тему продолжат наши коллеги. Üçügey, iyim istimmişere. Üçügey, küregey toyuğa. Üçügey, iyim намын рета. Большая дружная семья Прокопьевых живут и работают в селе Бютей-Дях. Мама Нюргена Семеновна занимается выпечкой, открыла свой семейный бизнес. Сейчас сидит по уходу за младшим сыном, которому 8 месяцев. Отец семейства Афанасий Юрьевич предоставляет услуги по распиловке мяса в селе. Как сельская семья мы работаем каждый год на сенокосе, заготавливаем дрова, лед. С нашими родными мы содержим крупный рогатый скот. Также у нас есть лошади. А летом разводим свиней и кур, чтобы дети были заняты работой. В 2017 году на республиканском конкурсе сельских семей мы стали победителями и получили премию главы нашей республики. Я как хозяйка пеку торты, пиццы. Таким образом мы приносим дополнительный доход в нашу семью. Старшие дети активно занимаются спортом, помогают родителям по хозяйству. Увлекаюсь футболом. Летом с родными работаю на сенокосе. Зимой заготавливаем дрова. Лед. Вместе с отцом оказываем услуги распиловки мяса. Я в семье старшая дочь. Занимаюсь настольным теннисом. В будущем хочу заниматься теннисом профессионально. Люблю готовить с мамой. Помогаю маме по хозяйству.
Семья имеет небольшое подсобное хозяйство. Нюргена Семеновна сама любит иногда присматривать за хозяйством. Мы очень рады, что в нашей республике объявлен годом матери, а в Улусе год семьи. Таким образом, еще больше будет оказываться помощь молодым семьям, родителям. Мы хотим пожелать всем семьям нашей большой республики самое главное – здоровье, счастье и благополучие. Вот так дружно и весело молодая семья проживает в сельской местности, работают, развиваются. А мама, в свою очередь, радует своей теплотой, заботой и любовью. Гульнара Аммосова, Мегина Кангалаский, Улус. Идем далее. Более 7 миллиардов рублей направили регионам на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Средства позволят сконцентрировать дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. В частности, Якутии выделено порядка 130 миллионов рублей. Министр здравоохранения Якутии Елена Афанасьева дала разъяснение о задержке доставки бесплатных препаратов пациентам с коронавирусом. Сообщается, что за последние 2 суток возросло количество обращений граждан с жалобами на то, что медики несвоевременно доставляют необходимые для лечения коронавируса лекарства. Лена Афанасьева подчеркнула, что бесплатные рекомендованные лекарства выдают гражданам при подтвержденном диагнозе. Тогда поликлиники организуют доставку лекарств на дом, и идти в медучреждение не нужно. Это касается не только Якутска, но и всей республики. Отмечается, что если бесплатные лекарства не доставили в течение суток, со дня установки диагноза в Якутске можно обратиться по телефону 122. Цирк Якутии намерен внедрить современные технологии. Саха-цирк будет брать на вооружение достижения технологического прогресса и адаптировать их для повышения конкурентоспособности и привлечения еще большей аудитории. Непосредственная реализация этапа начнется в 2024 году, в год 30-летия цирка. Руководство цирка рассмотрело возможность использования дополненной реальности, то есть виртуальных элементов в классической цирковой программе, рассказала Анастасия Реброва, пресс-секретарь Государственного цирка Якутии. Еще одним инструментом названа связь циркового шоу с другими развлекательными направлениями. К примеру, создание промо-материалов анимационного характера, компьютерной игры, квестов, предшествующих будущему цирковому проекту. О датах и событиях этого дня, 31 января, мы расскажем в нашей рубрике. На календаре 31 января. Сегодня отмечается Международный день ювелира – киберпонедельник в России. По народному календарю наступал Афанасьев день. С ним было связано немало примет. Так, если день выдается в южном, ранней весны ждать не стоит. Об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями, к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива. Считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая. В этот день создан государев кабинет «Кунсткамера», ныне Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Музей обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов мира. Многим Кунсткамера известна своей коллекцией анатомических редкостей и аномалий. Прошли первые соревнования на лыжном трамплине Хольменколлен в Осло. Зарегистрирован товарный знак «Кока-кола». Изначально напиток создавался как лекарство от расстройств нервной системы, на что автор и получил патент. День основания Московского технического университета связи и информатики. В этот день родились Франц Шуберт, австрийский композитор, Валентина Кризодубова, советская летчица, герой Советского Союза, Ванга, болгарская ясновидящая, Владислав Стржельчик, советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР. Тенгиз Абуладзе, грузинский и советский кинорежиссер, народный артист Грузии. Вера Глаголева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России. Именины в этот день отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай и Сергей.
Каталонский архитектор создал дом, который вырастает и уменьшается обратно за 6 минут. Механизм работает при помощи специального подъемника для поддержки конструкции. Каталонский архитектор Микель Субирас в Монтагу-Тиош в провинции Жирона создал дом, который появляется и исчезает за 6 минут на склоне холма при помощи гидравлического подъемника для поддержки конструкции. Дом назвали «Выход». Это архитектурный проект Субираса и его команды из Биана Creative Lab, который включает в себя кабинет, кухню, туалет и гостиную. Эта модель представляет собой строение около 40 квадратных метров. У дома есть еще одна статичная часть, где находится небольшой кабинет, кухня, туалет и гостиная площадью около 40 квадратных метров. Архитектура этого здания предоставляет возможность адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям, давая возможность быстро скрыться в нем, когда это необходимо. В конце концов, архитектура этого здания предоставляет нам возможность немного адаптироваться к погоде. То есть в неблагоприятных климатических условиях мы можем немного спрятаться, подобно животным. Ведь они прячут или выходят из своих убежищ в зависимости от того, что происходит снаружи. По словам архитектора, благодаря динамической конструкции и гидравлическому крану главная комната дома может быть полностью скрыта. Также часть комнаты с другой стороны может подниматься более чем на 6 метров от начальной точки. И последнее. Зоозащитники спасли енота, оставленного на произвол судьбы в запертом ящике переноски в Санкт-Петербурге. Информацию об оставленном животном передали по телефону. Прибыв на место, добровольцы обнаружили енота, которому удалось самостоятельно выбраться из заточения. Зоозащитники надеются, что через несколько месяцев енот пойдет на контакт с людьми. Однако для этого будущим хозяевам придется потрудиться. Зависит от того, с кем он будет находиться, с какими людьми. То есть это может быть месяц, два, три. Он начнет оттаивать, это каждый день нужно сидеть, работать с ним, трогать, вот так вот открывать и стоять часа два-три, давать вкусняшки, трогать, чтобы он сам их начинал брать. Вот. И если, конечно, попадет просто человеку, который я хочу, и все, то он может остаться в таком состоянии. Поэтому мы очень тщательно подбираем ручки, и он очень долго, бывает, находится на передержках у людей, у кого уже есть еноты. На данный момент он будет проходить карантин, будет искаться передержка, и по его характеру будем уже подбирать ручки, потому что он намерен общаться только с енотом. Конечно, идет на контакт за еду. К текущему часу это все новости. Оставайтесь с нами.